Гость нашей студии сегодня – руководитель управления Федеральной налоговой службы по Чувашии Марина Петрова. Марина Валерьяновна, здравствуйте. Добрый день. Минфин страны посчитал, что эксперимент, который был внедрен в прошлом году в некоторых субъектах Российской Федерации по налогу для самозанятых, он прошел успешно, и теперь его хотят распространить на все субъекты страны со следующего года. Кроме того, федеральное ведомство посчитало, что сами самозанятые в этом налоге заинтересованы. Вот какая у вас есть статистика по этому налогу? Сколько самозанятых вступили в официальные ряды, так сказать, зарегистрировались как самозанятые, и какой объем налоговых поступлений обеспечили в бюджет? Действительно, с 1 января 2019 года введен новый налог, специальный новый налоговый режим – это налог на профессиональный доход. И стартовал он в 4 регионах Российской Федерации – это Москва, Московская и Калужские области и Республика Татарстан. Что немаловажно, так это то, что гарантированы неизменные условия применения этого налога на весь период эксперимента. Во-первых, это неизменными останутся ставки налога, 4% от реализации товаров, работ, услуг для физических лиц и 6% с организациями и индивидуальными предпринимателями. Также стабильно останется налоговый порог по выручке, который будут иметь наши налогоплательщики, это не более 2,4 миллионов рублей. Как вы говорили, очень успешно этот эксперимент прошел в этих регионах. Уже на сегодняшний день зарегистрировано более 240 тысяч участников самозанятых и поступило налогов более 540 миллионов рублей в бюджет. Страны? Страны, да, в бюджет страны, в бюджет тех регионов, где введен этот эксперимент. Также хотела сказать, что по промежуточным итогам этого эксперимента было принято решение с 1 января уже 2020 года ввести этот эксперимент в 19 регионах нашей страны. Чувашия не вошла пока в этот пилот, потому что основным критерием для ведения эксперимента послужило то, что регион должен быть донором, и в этом регионе должны находиться города-миллионники. То есть мы пока под этот критерий не попали. Однако Минфин России предлагает уже с 1 июля 2020 года ввести этот эксперимент во всех субъектах Российской Федерации, потому что он себя зарекомендовал успешно. Поэтому надеемся, что со следующего года, хотя бы середины, и наша республика вступит в ряды участников этого эксперимента, и мы тоже будем применять на своей территории данный спецрежим. Ну, а какие вообще перспективы по данному налогу вот у нашей республики? У нас много таких самозанятых, например, которые сами пошли и зарегистрировались в качестве самозанятых и отчисляют налоги. Есть такие примеры? Вы знаете, пока на территории нашей республики такой категории немного налогоплательщиков. То есть я даже не буду говорить статистику, потому что она ничтожно мала. Но я надеюсь, что в связи с тем, когда данный эксперимент вступит на нашу территорию, у нас на территории будет это освещено значительно больше, выше. И надеемся, что все-таки таких самозанятых, такой категории налогоплательщиков у нас станет больше. Туда ведь подпадают фрилансеры, репетиторы. Конечно, всякие... домработники и таксисты, которых тоже много в нашем городе и в нашей республике. Это те, кто сдает в аренду свои объекты недвижимости. То есть, если даже посмотреть статистику сейчас, какая категория в этих 4 пилотных регионах именно перешла в категорию самозанятых, это в первую очередь самые популярные таксисты, самые популярные это репетиторы и те, кто сдают в аренду свои объекты недвижимости. Так что, я думаю, вся эта категория плательщиков есть на территории нашей республики. Ну, смотрите, если за таксистами, теми же самыми блогерами, можно их легко отследить, в социальных сетях, а таксистов, сами катаемся на такси, а как вот с домработницами, например, быть? Вы знаете, в этом случае только в первую очередь будет играть большую роль это волеизъявление самого физического лица, который занимается данным видом деятельности, либо, что в принципе для нас положительным моментом является, это то, что у нас есть неравнодушные жители нашей республики, которые нам сообщают о тех фактах, что они знают, что, например, у соседа есть домработница, которая приходит ежедневно, или иные виды услуг оказывает, и мы реагируем на все эти факты, мы проводим свои контрольные мероприятия, если мы выявляем, что такой факт имеет быть, конечно же, мы уже сами в принудительном порядке заставляем регистрироваться в качестве предпринимателей.
либо и по иному виду режима налогообложения. Ну, вот смотрите, я правильно понимаю, что налог на самозанятых будет 4 или 6% в зависимости от выручки. А вот смотрите, а как налоговики будут отслеживать или контролировать ситуацию, чтобы там не возникали какие-то хитрые схемы? Ну, например, предприниматель переводит своих сотрудников, индивидуальный предприниматель какой-нибудь, не крупный, переводит своих сотрудников на самозанятых, в структуру, и вместо 13% начинает отчислять 4 или 6. Или такая задача вообще перед вами не стоит? Нет, задача такая, конечно же, стоит. Налог на профессиональный доход, точно такой же налог, как и иные налоги, которые используются на территории Российской Федерации, контролируются налоговыми органами. И налоговые органы были готовы, конечно, к администрированию этого вида налога. В распоряжении Федеральной налоговой службы, в том числе и у нас, у всех, имеются необходимые информресурсы, которые в режиме онлайн отслеживают выручку налогоплательщика, чтобы он не превышал порог. Я повторюсь, это не более 2,4 миллионов рублей. Тем более все операции у данного налогоплательщика они осуществляются в режиме онлайн через мобильное приложение «Мой налог». Поэтому для нас это трудности никакой не представляет. Все эти данные мы накладываем на другие информресурсы и уже проводим анализ деятельности самого налогоплательщика, то есть из чего складывается его выручка, в какой размер выручки, с какими контрагентами он работает, категория этих контрагентов, не получает ли этот налогоплательщик какую-либо иную заработную плату в другом месте у своего работодателя. То есть все это нами отслеживается, пресекается. Поэтому проблем в контроле данной категории налогоплательщиков, кто применяет этот специальный налоговый режим, для Федеральной налоговой службы проблем не составляет. То есть от зоркого глаза налогового инспектора никто не уйдет? Не уйдет. А давайте теперь поговорим о налогах для физических лиц, которые ожидают их в следующем году. Одно из новшеств касается, что физики могут не платить налог НДФЛ с имущества, с жилого имущества, которое в его собственности находится не менее 3 лет. Это так? Знаете, это не совсем так, потому что на сегодняшний день, я просто напомню нашим телезрителям, что пока действует иное правило, которое говорит о том, что наши налогоплательщики, которые реализуют имущество, находящее в их собственности более 5 лет, не уплачивают налог на доходы физических лиц. Но там есть исключение из правил, кто в собственности имел имущество более 3 лет и не уплачивает налог на доходы физлиц. Это если он получил это имущество в порядке наследования или дарения от близких родственников или членов их семьи, либо в процессе приватизации, либо являлся плательщиком ренты. То есть в этом случае этот режим налогообложения остается. Начиная с 2020 года у нас внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые говорят о том, что если наш налогоплательщик реализовал единственное жилье, находящееся в его собственности не менее 3 лет, не будет уплачивать налог на доходы физических лиц. Здесь у нас есть еще одно изменение. Это не будет касаться такого случая, если налогоплательщик в течение не более чем 90 дней с момента проведения регистрационных действий по прекращению принадлежащего ему имущества приобрел новое жилье. Поэтому это очень существенные изменения, которые коснутся всех наших физических лиц, которые будут заниматься реализацией своего имущества. Хочу напомнить, что, в принципе, эти поправки будут распространяться и на земельный участок, на котором находится этот объект недвижимости, а также на хозяйственные постройки, которые также находятся на этом земельном участке, что тоже немаловажно. Это немаловажно, да. Но с будущего года вводится правило о налоге при продаже жилья, которое было куплено изначально на средства материнского капитала. То есть, если один из членов семьи захочет продать свою долю в квартире или в доме, то облагаемый доход можно будет снизить. Да, это так. А у нас тоже внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые говорят, что при получении дохода от продажи доли в объекте недвижимого имущества, который был приобретен с применением материнского капитала и который был оформлен в общую долевую собственность, включая долю детей, на которых был выдан этот материнский капитал, по соглашению, то при реализации данного имущества ему будет предоставляться вычет в размере произведенных расходов, в том числе, если эти расходы были произведены с учетом приобретенного материнского капитала. То есть, да, это изменение у нас есть. Не за горами конец года, и можно, в общем-то, уже
подводить промежуточные итоги, ну вот если говорить по наполняемости республиканского бюджета, вы выходите на те цифры плановые, которые были вот озвучены в начале года? Одной из основных задач налоговых органов это является обеспечение пополнения доходов во все уровни бюджетов. И поэтому, если мы подведем итоги за 10 месяцев текущего года, всего во все уровни бюджетов нами было собрано более 43 миллиардов рублей. Это на 3 миллиарда почти больше, чем это было сделано нами за аналогичный период прошлого года. У нас здесь рост составил более чем 7%. Если мы будем говорить в разрезе бюджетов, то федеральный бюджет мы собрали 16 миллиардов рублей. Здесь у нас рост составил 12%. В республиканский бюджет мы собрали 23 миллиарда рублей. Рост составил у нас здесь 103%. В местные бюджеты мы собрали 5 миллиардов рублей. Здесь у нас рост составил 106%. Если говорить, кроме администрирования налогов, мы еще занимаемся администрированием и страховых взносов. И если подводить итоги 10 месяцев в части поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, то здесь мы тоже как бы перевыполнили плановые назначения на почти 4 миллиарда рублей. Мы собрали больше с ростом на 18%, и общая сумма сбора составила 24 миллиарда рублей. Это при том, что темп роста заработной платы за 8 месяцев текущего года по нашей республике составил 8%. Повторюсь, страховые мы собрали на 18%. Это в первую очередь, конечно, за счет эффективного администрирования данных видов налогов. До конца года эти параметры мы надеемся, что сохраним и все плановые назначения выполним. Ну вы вот все примеры, которые приводите, все с ростом, ваши специалисты вообще домой не уходят? Труд наших специалистов, безусловно, огромен. На самом деле мы работаем практически, можно сказать, в круглосуточном режиме, тогда, когда мы видим, что на самом деле объем работы неимоверно велик, и видим, что, конечно же, пополнение бюджета надо выполнять, и те плановые показатели, которые есть, они обязаны быть нами выполнены. Тем более мы прекрасно понимаем, что страховые взносы, что наши налоги, они идут в бюджет государства именно для решения социально значимых программ. Конечно же, мы работаем, стараемся. А если говорить о предприятиях-должниках, вот их много у нас в республике? Я начну с того, что хочу поблагодарить тех налогоплательщиков, которые своевременно уплачивают свои налоги в бюджет. Это число из года в год в нашей республике растет. В отношении тех налогоплательщиков, которые не своевременно уплачивают свои налоги, либо не уплачивают их совсем, мы применяем меры принудительного взыскания. К мерам принудительного взыскания мы приступаем только тогда, когда мы уже исчерпали все остальные меры. Мы на регулярной основе проводим необходимые семинары, совещания с этими налогоплательщиками, кто не своевременно уплачивает свои налоги, то есть не своевременно исполняет свою обязанность. В то же время у нас, если посмотреть структуру нашей задолженности в нашей республике, то более 80% задолженность состоит из организаций, которые находятся либо на стадии банкротства, либо в предбанкротном состоянии. На сегодняшний день я могу назвать это всем известные организации, которые входят в группу концерн «Тракторные заводы». Это ООО «СОР», ГУП «Чувашавтотранс», ФГУП «Роспердпром» и так далее. Просто это основные организации, которые составляют костяк общей суммы задолженности. Путем применения мер принудительного взыскания было погашено более 1,5 миллиардов рублей. То есть эта работа также легла на плечи наших сотрудников. Но есть надежда на то, что все-таки наши налогоплательщики будут своевременно выполнять свои обязанности, и поступления в бюджет, в том числе за счет этого, кстати, и увеличиваются. А вот предприниматели, которые работают по серым схемам, их у нас сколько? Вот сколько ваши специалисты смогли в бюджет доначислить налоговых поступлений после того, как вскрыли эти схемы в ходе налоговых проверок? По результатам выездных налоговых проверок поступило в бюджет в этом году более 700 миллионов рублей. Входит срок уплаты имущественных налогов. Как у нас в Чувашии обстоят дела с собираемостью данного вида налогов? Приближается срок уплаты имущественных налогов с физических лиц до 1 декабря. Этот срок уплаты установлен налоговым кодексом. Но в связи с тем, что 1 декабря выпадает на выходной день, поэтому срок перенесен на 2 декабря. Не позднее 2 декабря наши жители должны этот налог уплатить. И уже начиная с 3 декабря мы будем вынуждены начать расчет пеней у тех налогоплательщиков,
кто своевременно эти налоги не уплатил. В то же время хочу сказать, что на сегодняшний день идет хорошая динамика поступления данного налога. Мы уже на 18% собрали больше, чем мы собирали за этот же период в прошлом году. Это хорошая тенденция, говорит о том, что все-таки плательщики и жители нашей республики стали наиболее активны в части добровольной уплаты необходимых налогов. Пользуясь случаем, Марина Валерьяновна, я хочу поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником, пожелать вам стабильности в работе и чтобы налогоплательщики были более дисциплинированными. Спасибо вам огромное за эти поздравления. В свою очередь я тоже хочу поздравить своих коллег, работников налоговой службы Чувашской республики с их профессиональным праздником, Днем работника налоговых органов Российской Федерации, поблагодарить их за всю ту работу, которую они делают во благо государства, пожелать им крепкого здоровья, успехов во всем и, конечно же, сказать то, что я очень горда своим коллективом. Я считаю, что наш коллектив самый лучший, самый дружный, самый работоспособный. Огромное вам спасибо за ваш самоотверженный труд, за ту лепту, которую вы вкладываете в свою работу, за то неравнодушие к своей работе. И сказать о том, что все задачи, которые ставит перед нами наше государство, с вами мы обязательно выполним. С праздником, уважаемые коллеги!